Всем доброго дня. Мое имя Аслан Муртазалиев. Я являюсь координатором Ассамблеи чеченцев Европы. Я обращаюсь ко всем представителям прессы, руководителям ассоциаций, организаций и защитникам прав человека. Как мы знаем, на прошлой неделе, в пятницу, во французском городе Сен-Тизье группой африканцев было совершено нападение на представителя Ингушетии, и в присутствии его ребенка ему нанесли тяжелое увечье железным предметом в области головы. После чего патрульная машина полиции обнаружила пострадавшего и доставила его в госпиталь. В госпитале ему оказали своевременную помощь. Сейчас он пребывает в безопасности. После этого инцидента многие представители нашей молодежи съехались к месту событий. Также туда отправился наш представитель Ассамблеи чеченцев Европы, руководитель пресс-службы Шамиль Албаков. Также туда прибыл руководитель Парижской ассоциации Даймох Абдулла Чехкиев. Им после некоторых бесед с молодежью удалось предотвратить развитие этого конфликта и приостановить молодежь. Затем уже на утро следующего дня в 9:00 им была назначена встреча в полицейском участке, где им все разъяснили о ходе событий. После чего они сделали видеорепортаж с разъяснением этой встречи. Это можно найти в интернете. Также после обеда в 15:00 им назначили вторую встречу, тоже с правоохранительными органами, где им в деталях все разъяснили о ходе событий, о ходе расследования и пообещали со своей стороны вести объективное расследование и не допускать несправедливости по отношению к нашим представителям и избежать возможной провокации. Также они сообщили, что они задержали 16 представителей нашей молодежи, так как у них было обнаружено некоторое холодное оружие, в частности деревянные и железные предметы. Но ко вчерашнему воскресному вечеру 15 из них уже освободили, и только один находится под следствием до сих пор. На этом конфликт, казалось бы, должен был быть закончен, однако туда прибыл глава МВД господин Жеральд Дидьен и сделал некоторые резкие заявления. Я сейчас не смогу процитировать, но что-то вроде того, что здесь на территории Франции будет действовать только французский закон, и что мы не позволим чеченской общине заниматься самопроизволом. И второе, что статус беженца не дает права приступать к закону и заниматься самоуправством. Я абсолютно с этим согласен, что статус беженца и никакой другой статус не позволяет приступать к закону. Но хотелось бы напомнить, что статус беженца дает им право быть защищенным законом на территории страны, где ему выдали статус беженца. И как раз-таки глава МВД является одним из гарантов этого закона, этой справедливости. Также непонятно, почему глава региона позволяет себе делать подобные заявления, указывая на национальную принадлежность, при этом позволяет себе допускать некоторые ошибки в деталях. Пострадавший является представителем Ингушетии. Мы, чеченцы и ингуши, между собой нас не разделяем, но это наше частное право. А вот господин, глава МВД, должен разбираться в некоторых деталях, в подобных деталях, обвиняя целую нацию в подобном преступлении. Хотел бы напомнить, что подобным образом в свое время в событиях в Ницце мэр города Ниццы господин Эстрази тоже делал подобные заявления, и после этого на него было подано более 400 жалоб. Также общественно-политическая организация Бертмаршо посредством французской ассоциации подала против него иск. И этот процесс еще идет, и мы надеемся, что там восторжествует справедливость. Поэтому в этом случае мы тоже заявляем, что мы, пользуясь всеми правовыми методами, будем отстаивать наш имидж и отстаивать наше доброе имя. Я обращаюсь ко всем вам помочь нам освещать объективно данную ситуацию и вообще всю ситуацию вокруг нашей общины, потому что это принимает уже систематический характер, где идет очернение нашего имиджа. Преступление должно наказываться, но расследование должно быть объективным. И если нужно будет наказывать нашего представителя, это тоже должно быть в рамках закона, где не должно быть очернения всей нации. Поэтому я вас призываю содействовать нам в этом,
И большое всем спасибо, всем доброго дня и всем удачи.